Всех приветствую, дорогие друзья. Посмотрите, у нас небольшая новость. Какой у нас щеночек. Зовут ее, эта девочка, зовут ее Осиль. Так назвал ее заводчик. Ей 3 месяца. Посмотрите, какая она кукольная, какая она красивая. Вот, посмотрите на нее. Какая красотка наша. Вот. Сразу скажу, она взята была у Петра Николаевича Окуловского, селекционера, который занимается 55 лет лайками, уральскими лайками, западносибирскими. В общем, 3 месяца у него выцыганивал ее. Прям 3 месяца. Как только родились они, он для себя ее оставлял. А вы сами знаете, когда для себя оставляют, то самое лучшее оставляют. Вот поэтому 3 месяца у нас были переговоры. И, в общем, я выпросил этого щеночка. Но он у нас остается не в парке, а будет находиться у Юрия, который покупал у нас лиса. Лиса тоже, кстати, привезли нам. Он сидит в вольере. Сейчас туда зайду, тоже его покажу. Красотка. Вот она тоже у нас пока 2 недельки побудет. Эта девочка пришла, она недавно, буквально вчера к нам. Спасибо огромное Дамиру, который 200 километров ехал от Тюмени за щенком. Привез его в целости и сохранности до Тюмени, туда-обратно. И уже спасибо большое тем перевозчикам, кто доставил в целости и невредимости вот такую нам красотку. Всем привет! Это специально для канала Черный канадского волка. По просьбе Андрея еду за западносибирской лайкой. Ну все, мы забрали щенка, правда не сняли как подъехал, как всего, но это ничего страшного, щенок все в машине. Сегодня будет уже отправка его в сам город Санкт-Петербург. Вот щенок. Сейчас уедет в Санкт-Петербург. Всем подписчикам огромный привет. Ждите, через 3 дня с города Тюмени должна приехать. Длиннолапая, красивая, кукольная. Она, в общем, линейным разведением у нее было на... Линейное разведение у него было на жемчуга. А жемчуг был, это ее дед, получается, с 2 сторон. На деда им был такой, ну, инбридинг неправильно сказать, ну, в принципе, можно и так сказать, да. И, в общем, мне Петр Николаевич рассказывал, когда этот жемчуг шел на выставке, все собаки лаяли, а когда он мимо проходил с жемчугом, все собаки замолкали. Я вставлю здесь фотографию этого жемчуга. Вот, в общем, вот такая у нас красоточка. Спасибо огромное Петру Николаевичу за такой вот, да, вот за такой экземпляр наш. Такие глазки, да, у тебя. Красавица моя, да. Вот, она будет жить у Юрия. И спасибо огромное тем людям, которые брали у меня щенков, которым я дарил, кто у меня покупал этих щенков. Спасибо всем огромное, потому что так и на самом деле ведется селекционная работа. Мы не можем, да, там 100 собак держать, не можем там 200 собак держать, правильно? Поэтому у нас они находятся у людей и под контролем моим, то есть заводчика, идет и происходит разведение. Вот и все. И спасибо людям огромное за такую вот возможность, то, что помогают, поддерживают. Да. Сейчас мы их всех проглистогоним, и я надеюсь, она себя покажет во всей красе. Но то, что будет красотка, это никто не сомневается, да? Рослая красоточка моя. Петр Николаевич говорит, она рычала, кидалась на него, но пока что у нас все вот с ней хорошо. Ее надо вычесать. Сейчас от дороги отошла, в принципе, ее надо проглистогонить. Вон она прям спит у меня на ручках, никуда не убегает. Посмотрите на эту красотку. Вот она. И, кстати, я же не сказал, как ее зовут. Сказал, да? Ну, ее Осиль. А что это означает, что за имя вообще Осиль? Мне очень интересно стало. Я говорю, Петр Николаевич, что это такое за имя Осиль? Ты можешь ниже чуть-чуть снимать? Я говорю, что это такое за имя Осиль? И он мне четко и ясно сказал, Осиль — это осилить зверя. Осиль. Вот она, девочка. Какая прекрасная. Красиво выглядит, да? Да. Да. Так, тихо, тихо. Так, давайте я сейчас подзову.
Идем сюда. Идите сюда. Красавцы мои. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй. Ай, какие красивые мои. Ай, какие красивые. Сейчас я вас во всей красе покажу. Ну, кто был на эфире, кто был в Телеграме, тот знает примерно, что к чему и как. Посмотрите, она как ко мне прижалась. Посмотрите на нее. Не знаю, видно вам, нет. Сейчас Лис отойдет. Это у нас Лис. Лис, иди сюда, Лис. Это от Кубы и Синая. Посмотрите, какой собакен вырос. Валент настоящий. Очень похож на Синая, кстати, но такой он, как лис, как полярный лис, писец. Да? Иди сюда, лисенок.